Глядя на эти кадры, каждый раз после очередной бомбежки, восстающего из пепла Лисичанска, невольно задумываешься о том, что главные силы России в единстве всех равноправных народов, представителей всех религиозных конфессий, которые позволяют в трудные годы преодолевать самые тяжелые испытания. После катастрофического для многих и для меня лично развала Советского Союза взамен общности «советский народ» появилось понятие «российский народ», объединяющее и декларирующее единство всех национальностей Российской Федерации, которое закреплено в статье 5 Конституции России. Давайте вспомним пункт 3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов Российской Федерации. Хочу подчеркнуть, эти строки Конституции являются результатом очень тонкой, выверенной, я бы даже сказал, выстраданной настройки федеративных отношений в нашей стране. Мы все люди разной национальности и разной веры, но мы все патриоты России. Мы россияне, это наше историческое завоевание. Но в последнее время нам упорно пытаются навязать другую идентичность, извратить, исказить само понятие «россияне». Мы уже не раз говорили об этом. К некоторым депутатам Госдумы, политикам и прочим Мизулиным теперь присоединились эстрадные певцы, которые выпускают песни-однодневки на злобу дня. По-современному выражаясь, это сегодня в тренде. Но главное-то остается: Российская Конституция дает нам все права для сохранения своей идентичности, сохранения развития языка и культуры. Ведь начинается Конституция России со слов «Мы многонациональный народ Российской Федерации». В мировой языковой практике существует такое понятие, как языковой остров. Это определенная территория, где идет сохранение того или иного родного языка, определенного народа в окружении других языков. Изучением таких островов занимается лингвистическая география, которая, в частности, исследует языковые границы и причины их смещения. Сегодня наши национальные татарские школы, по сути, являются де-факто вот такими вот языковыми островами, где идет сохранение и развитие татарского, родного для многих языка. В Татарстане свыше 600 школ, которые числятся школами с национальным компонентом. Но с одной оговоркой: по нашему мнению, школы, где есть только классы с воспитанием на родном языке или всего лишь несколько предметов изучаются на татарском, не могут в полной мере претендовать на статус татарская национальная школа и не могут в полной мере сохранять, развивать язык и образование. Как доказывает мировая практика, только образование на родном языке способствует полному и совершенному овладению языком. Сколько же таких школ осталось в Татарстане? Об этом Эльзира Юзаева. Когда еще не было шумного города, не грохотали конвейеры автогиганта, уже тогда народ на скалистых берегах быстрой реки грыз гранит науки. Из истории доподлинно известно, что в небольшой деревне Челны, которая является прародительницей града на Каме, уже 120 лет тому назад работало татарское медресе. После революции оно было преобразовано в двухступенчатую школу, а в 1920 году этому учебному заведению было присвоено имя татарского революционера Мулланура Вахитова. Даже в самые сложные годы советского интернационализма в школе не меняли язык образования. И сегодня Челнинская гимназия является неким языковым островком надежды народа, который веками хранил и взращивал как бесценную жемчужину свое национальное образование. Сегодня в гимназии обучаются 800 человек. По словам педагогов, большая часть детей, которые приходят в школу, не владеют родным языком, потому в начальных классах идет языковая адаптация. Это самый важный этап формирования навыков, не полученных детьми в семейном воспитании или же в детском саду в первые же годы после рождения.
Бу сыйныфка жыйылган балаларның ата-аналары шундый ниятте идеме? Шундый ният белән килделәр. Все родители, которые приводят своих детей в нашу школу, хотят получить образование на родном языке. Именно с целью изучения предметов на родном языке поступают сюда. В это сложно поверить, но это действительно работает. Полное погружение в языковую среду начинает давать свои плоды уже через 2-3 года. К среднему звену обучения дети не имеют языковых барьеров. Они готовы повысить свои навыки, научиться чему-то большему, превозмочь себя. Разве не в этом сам смысл педагогического прогресса? А нет. Начиная с 7 класса, татарская гимназия меняет язык образования. Пройдя сложный, долгий путь проб и ошибок, получив бесценный языковой опыт, вдруг, пришпорив гончих, колесница встает на дыбы коней. Казалось бы, на переправе не меняют. Но у кого вожжи, у того и воз. Родители пишут заявление о выборе языка образования. До 6 класса выбирают обучение на родном языке. В 7 классе пишут заявление об обучении на 2 языках, на русском и татарском. Удивительно, но факт. Челнинская гимназия – это, наверное, единственное учебное заведение в России, которое живет по своим неписанным правилам. Согласно закону об образовании, язык образования родители для своих детей выбирают 3 раза на 3 этапах обучения. Это в детском саду, при поступлении в 1 класс и в 5 класс. По какой тогда причине в гимназии пишут заявление о смене языка образования в 7 классе? Это сложная загадка. То ли на эрудицию, то ли с подвохом. Самый главный вопрос – это обеспеченность учебниками. Как известно, для обучения на родном языке мы используем учебные пособия, так как переводные учебники на татарском не внесены в федеральные списки. Министерство, конечно, в этом плане проводит огромную работу, и еще есть и кадровые вопросы. Birinchi yolda mana direktor o'zi eshitira, lekin direktor o'zi eshittirgan uchun u millat janli bo'lgan tiyir. Для того, чтобы продолжить обучение на родном языке, нужно не так много. Нужно или чтобы руководство школы болело душой за национальное образование, или же руководство гордо ставило перед учебным заведением такие задачи, ведь школы находятся в ведении муниципалитетов. Еще одна уникальная особенность этой школы в эпоху общественного прагматизма и парадоксального пофигизма, когда все нам твердят об отказе родителей от родного языка, в Набережных Челнах папы и мамы борются за свое законное право, пока безуспешно. Российское законодательство не препятствует получению образования на родных языках до 9 класса включительно. Даже основной государственный экзамен по предметам можно сдавать на родном языке. Но то, чему должна по сути учить школа, родителям приходится доказывать в судах. Учитель должен обучать, родители должны воспитывать. Сегодня все поменялось. Родители обязывают заниматься проблемами образования, должны выбирать язык, должны обучать родному языку сами, а со школы спроса никакого. Она занимается воспитанием детей. Это в корне неверно. Говорят, что островки посреди бушующих морей и океанов могут и затонуть, и исчезнуть, и сгинуть, остаться под толщей воды, превратившись в сопку. А могут возвыситься над уровнем моря, став прибежищем надежды, которая, как известно, всегда остается до конца. Ильзира Юзаева, 7 дней.